Бисмилляхи, альхамдулиллахи, ассалату вассаляму аля расулиллях. Доброе утро, дорогие друзья! Настал месяц, в котором родился пророк Мухаммад, лучшее создание Аллаха, и сегодня мы расскажем о его рождении. Наш господин пророк Мухаммад, мир ему, является сыном Абдуллаха, родословного которого восходит к Исмаилю, сыну пророка Ибрагима, мир им. Аллах Всевышний сохранил род пророка Мухаммада, мир ему, от прелюбодеяния. Никто из его рода не был рожден в результате этого греха. Пророк Мухаммад, мир ему, говорил: Аллах избрал из сыновей Ибрагима Исмаиля, из сыновей Исмаиля Кинана, из его сыновей был избран Курайш, а из его сыновей Гашим. Из этой семьи и был избран пророк Мухаммад, мир ему. Приближалось время появления на свет пророка Мухаммада, мир ему. Он появился в этот мир телесно и духовно, и было возвещено небесам и земле о Божьем избраннике. После долгих засух и неурожаев земля вновь пышно расцвела. Имам Аль-Байхаки передал от Ибн Аббаса, толкователя Корана, что пророк Мухаммад, мир ему, родился в год слона. Название года связано со следующей историей. В тот год, когда было предопределено родиться последнему пророку, мир ему, правитель Йемена Абраха решил разрушить древний храм в Мекке, священную Каабу, возведенную еще на заре человечества, во время первого человека и пророка Адама, мир ему. С целью того, чтобы отвратить людей от древней святыни, Абраха построил времени для язычников молельный дом и назвал его Уляйс. Но несмотря на это, сердца арабов остались привязаны к Каабе, и поэтому Абраха отправил свою армию в военный поход с целью разрушить храм. Впереди войска шел слон, но Аллах уничтожил армию до того, как Абраха вошел в Мекку. По воле Аллаха, со стороны моря на армию Абрахи налетели стаи птиц. Каждая из птиц несла по 3 камешка, 2 камешка в когтях и 1 в клюве. Каждый камешек был больше горошины. На каждом из них было написано имя одного из воинов армии Абрахи, и камешек падал на голову того воина, имя которого значилось на нем. Эти камешки пробивали головы воинов Абрахи насквозь. Сам Абраха после того события тяжело заболел. Его тело начало распадаться по частям, и он умер лишь после того, как у него отторглась грудь. Часть ученых-теологов говорила, что пророк, мир ему, родился через месяц после описанного события. Другие же относят его рождение к более позднему времени. Сообщается, что пророк родился 12 числа месяца Рабиуль-Ауаль. Этот день был понедельником, как передал имам Муслим от Абу Катады Аль-Ансари, который рассказал о том, что когда пророка Мухаммада, мир ему, спрашивали о соблюдении желательного поста в понедельник, он отвечал, что в этот день он родился и в этот день получил откровение. Пророк родился в священном городе Мекка, в квартале Сук Аль-Лайль. Позднее на этом месте матерью Харуна Ар-Рашида была построена мечеть. Вассаляму алейкум ва рахматуллах.